В ближайшие дни в республике пройдет заседание Совета директоров компании «Чувашский бройлер». Власти надеются, что она поможет прояснить будущее некогда процветавшего сельхозпредприятия. Сейчас там введена процедура наблюдения, первый этап на пути к банкротству. Но худшего сценария республиканские власти хотят избежать. Каким образом, выясняла Валентина Алексеева. 49% акций у республики, 51% у предпринимателей из Курской области. Такая вот простая арифметика. Казалось бы, в спасении чувашского бройлера от банкротства должны быть заинтересованы все стороны. Но временный управляющий предприятия должника в этом не уверен. Честно скажу, была попытка рейдерского захвата со стороны некоторых курских компаний, который, собственно, потерпела фиаско. Также мной было сделано заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства. Обращаю внимание, признаки пока только, да? Соответственно, в ближайшее время мной будет направлено заявление в органы предварительного следствия. Временного управляющего назначил арбитражный суд, чтобы тот тщательно проанализировал ситуацию на чувашском бройлере. Правда, на само предприятие временного управляющего пускали далеко не всегда. Там до сих пор работает своя администрация. Есть директор, уже третий по счету. Предыдущие 2 продержались не больше полугода. И все приверженцы одной стратегии – хотят оптимизировать производство. Планируем мы сейчас оптимизацию производства. Уменьшение, расходов производства. У нас себестоимость высокая очень пока еще мяса, птицы. То есть сокращение некоторых производств даже планируется, потому что, может быть, оптимально коллектив еще надо как-то более экономично просчитать, понимаете? Но республиканские власти таких действий не понимают и не одобряют. Уменьшить себестоимость производства можно. К примеру, многие птицефабрики сами выращивают корма. И Минсельхоз республики готов подобрать земли, помочь в их освоении. Но оказалось, что реальные дела курских бизнесменов расходятся с их заявлениями. От сельхозземель вы отказываетесь, от техники отказываетесь. И в Курской области покупаете землю для того, чтобы строить дома. И говорим себестоимость высокой. О том, что обладатели контрольного пакета акций чувашского бройлера решили сменить профиль предприятия и переквалифицироваться в строители, стало известно уже после земельной сделки. Однако со стороны Чувашской республики, акционера 49%, многие вопросы и сделки сегодня умалчиваются. И это не только наше голословное утверждение, этому имеется уже и постановление регионального отделения Центробанка. Республиканские власти не намерены пускать ситуацию на самотек. Долги по зарплате перед поставщиками, энергетиками и газовиками составляют уже сотни миллионов рублей. Реестр кредиторов пока не сформирован и до конца непонятно, кому и сколько должен чувашский бройлер. Ситуацию на личном контроле держит глава Чувашии, и правительство пытается не допустить развала предприятия. Удалось договориться о заседании Совета директоров. Оно пройдет на этой неделе. А в середине июня арбитражный суд продолжит рассмотрение дела о банкротстве чувашского бройлера.